Здравствуйте. Продолжаем наши беседы о семейных ценностях. Встреча с психотерапевтом. Недавно мы с Айгуль Ришатовной были в архиве. Там, выступая перед нами, руководитель архива говорит, что родословную составлять надо по церковной книге и по мечетевской книге. Православные там свои книжки вели, а раньше ни ЗАГСа не было, мулла вел в мечети. Что интересно, у православных вообще разрешения на развод нет. Нет, нельзя. Вообще в метрической книге нет у такого. мусульман было 3 раза талак сказал, Да. махар, подарок вернул или вернула, Да. который при женитьбе, и вы и свободный. Национальный фактор влияет на национальные традиции, влияет. Во-первых, в одной семье есть 2 семьи, 2 национальности. Межнациональной смешанной семьи мы хвалимся. Вот 30-40% смешанной семьи. Ничего хорошего, по-моему, нет, поскольку редко договариваются эти 2 культуры. Редко какая-то одна культура побеждает, другая проигранная. И я на уровне 50-60 лет проигравшая нация страдает или вот убегает. вы сейчас очень такому убегает к себе. культура, да? То есть Вот что это? Вот как быть вот с национальным фактором и религиозным фактором? Стоит ли жить до самого конца представителям разных наций, если эти 2 национальности не помирились, не зауважали друг друга, может даже ненавидят? От уровня культуры и от уровня Человека знания, любят, а его образованности родители зависит. или его народ не любят, например. Может быть так? В Германии ученые привели, сейчас Германия это многонациональная, многоконфессиональная страна, да, так вот Почти сложилось, как да. Ученые изучили, начали заниматься этим вопросом и пришли к выводу, что хорошие отношения между мужчиной и женщиной или там между супругами, там не важно, между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, между женщиной и женщиной. Лучше все-таки будем мужчиной и женщиной. Вот, да, там у них еще какие-то разные варианты есть, не будем говорить, но в общем 2 человека, которые решили создать семью, вот так, обобщим. Да? Мужчина и женщина решили создать 4 семью. фактора, да. Вот, значит, первое – это общность интересов. Второй момент – это схожие взгляды на вкусы и на питание, то есть гастрономические какие-то, да. Третье место – сексуальная совместимость, то есть на 3-м месте сексуальная совместимость. И 4-е – желание гладить друг друга, касаться друг друга, вот, чтобы у них это было. Можно еще 5 добавить? Но я о немецких очень Да, много. я просто считаю, что примерно должен быть у людей равный уровень образования и культуры, потому что им будет проще взаимодействовать друг с другом, если они будут примерно равны по своему уровню социальному и так далее. Итак, Германию дослушаем, мне интересно. Это входит в первый, это общество интересов, да, уровень культуры. Вот и религия тоже туда входит, понимаете? Потому что сложно представить, если, например, один намаз совершает, а другой пошел там в церковь молиться, или наоборот атеист, и говорит, что ты... бывает? Да, заверни этот коврик, выпроси его отсюда, да? Вот, понимаете, не будут они жить вместе хорошо. Терпимость. Вот, да, понимание. Какой пост? Скажет, мясо давай. Да, все сюда. Да, и потому что он из традиции это вынес. Да, и все равно эти традиции будут давлеть над ним. Вот я если хочу, мне плевать там, что ты там делаешь. Да, вот. Ну и 30-40% смешанные браки. Так это о чем говорить? Как быть здесь? Так, почему как поменять религию? Это ничего не надо. Зачем религия вообще? Или национальная? Религия это опиум народа, понимаете? Это все для того, чтобы снизить душевную боль. Вот религия. Вот мужика полюбишь, а песню его протяжную или кавказскую какую-то там не любишь. Может быть такая для кого-то? Песню может не только кавказскую какую-то, может просто человек не любит, когда кто-то поет фальшиво, потому что то есть слух настолько тонкий, что ты лучше помолчи, да попой где-нибудь там один, там в уголочке, да, ну чтобы я не слышал, ну это такой вот момент. А здесь культура, понимаете, люди говорят, я там приверженец ислама. Очень хорошо. А что ты вчера свиное сало-то ел? Так это темно было под крышей, и Аллах не видел, да? Но не мусульманин этот человек. Он просто хочет себя почитать. Или православный. Хорошо православный. А чего ж ты в пост с женой-то своей ночью там бурно проводил, да? Ну, хочется жать, что, да? Ну, я пришел там, отмолил грехи. Понимаете?
Есть действительно люди, которые придерживаются канонов, традиций, действительно религиозных очень жестко. Вот эта категория действительно верующих людей, верующих так, религиозных назовем так. Тогда это одно. Там очень сложно тогда представить, что вот человек, приверженец одной религии, будет жить приверженцем другой религии. Но мы же, понимаете, выходцы из советского прошлого, где мы все были объединены под понятием «советский человек», который был уже априори подразумевался как атеист. И более того, современные мировые тенденции, они уходят от религии. Несмотря на то, что потребность человека к вере есть, у нас есть религиозность определяется активностью определенных отделов мозга. Я не буду уже углубляться в нейрофизиологию, скажу определенные решения делают. Да? Вот. То есть потребность есть верить. Вопрос другой, что сейчас нет религии, которая бы соответствовала современным требованиям. Вот. Или все они, по сути, выходцы из средневековья, самые молодые. Поэтому... Да, и там вот и мы... культура есть, и расы есть. Все-таки, допустим, взять американец или сноха из Китая, Монголии, допустим, но для каких-то родителей, для каких-то людей это может быть препятствием служить, особенно в смысле восприятия, мышления, мировоззрения. Главное, чтобы люди были счастливы, понимаете? Вот то. И потом у них были культура, общие цели. да, и культура, понимаете? Культура, она тоже, она меняется под влиянием целого ряда факторов. Вот даже возьмем, вот мы в Татарстане находимся сейчас, да, в Казани. Вот песни. Есть традиционные татарские песни народные, фольклор, да, вот, которые там пели там, в 18, может, 17 веке, да. А есть ведь современные хорошие песни, написаны современными татарскими композиторами, да, и там ритмы совершенно не традиционно татарские, да, они звучат на татарском языке, но это чуть ли не рок-н-ролл, понимаете, это что, не культура? Это культура, это изменение, это трансформация культуры. Да, вот можно я добавлю, да? И также традиции, я просто сейчас смотрю на свою жизнь и вижу, например, как вот у нас действительно традиции и семья, они очень связаны между собой. И их сохранение, как Альбина сказала, настолько важно для нас. Ну, например, давайте возьмем вот каравон, да? Я вообще знать не знала, что у нас в Татарстане столько чуваши живут. Каравон сейчас чуть ли не самый главный праздник в мае у нас. Это русский праздник. Потом у нас праздник Ува, да, есть. Еще какие-то. И знаете, и как они сейчас в нашей жизни, какое имеет значение. Я раньше об этом, вот 10 лет даже тому назад не слышала, а сейчас я слышу об этом, я знаю об этом. Это, то есть, вот эти праздники, они трансформировались, они пришли в нашу жизнь, они эволюцию произошла с ними, да, и они сейчас тоже занимают в нашей жизни место. Не религия, а традиция. И это основная составляющая для семьи. Я вот так считаю. Ну да, я согласен. Новый год. Вот сейчас что, в исламских семьях Новый год не встречают, да. что ли? Да, Да вообще законом это запрещено, да. Пожалуйста, люди встречают, это тоже... Кто победит, обычаи или сегодняшние модернистские вот такие гаджеты и сейчас совершенно новые отношения, Да, вот... клипы и боевики, которые мы смотрим? Посмотрите, кто победит, обычаи или консервативные ценности? Да. Или вот то, что сейчас идет масс-культ, кто победит? Давайте так будем смотреть. Хочешь увидеть будущее, загляни в прошлое. Да? Мы все равно эволюционируем, люди. Просто если раньше эволюция проходила по принципу, что оставались те признаки, которые, допустим, у человека формировали хорошую мускулатуру, да, то есть какое-то физическое здоровье, то сейчас медицина развивается, и на первое место выходят уже другие факторы для эволюции. То есть лучшие факторы для выживания дают те люди, которые не крепче физически, например, а те, которые более интеллектуально развиты, то есть которые могут дать больше образования своим детям. Вот таким образом. И сейчас эволюция, она идет своим чередом. Поэтому что-то будет отсеиваться, что-то будет сохраняться. Это точно так же, как те народы, которые
были, о которых мы просто уже сейчас в истории, летописи читаем, но они исчезли, растворились, внесли элементы своей культуры в больше, ну, такой большой народ, да, вот, среди которого они ассимилировались. То есть мы все-таки идем к созданию некой глобальной культуры, потому что сейчас привносится очень много в общий мировой культурный пласт. Там есть, допустим, Сабантуй, вот в Удмуртии отмечают, и не только татары, да, то есть вот, может быть, когда-то и в Нью-Йорке Сабантуй был. Да, и Да, происходит. да. Все-таки вот уровень образования следует повышать. И вот уровень просветительства со стороны государства или со стороны просто неравнодушных людей, каких-то некоммерческих Для семьи это вот организаций. эти Это очень культуры, важно. Давай. национальная культура, для семьи это хорошо? Культура вот у нас. Ну, Развитие традиции. всегда хорошо. традиции, они, понимаете, они будут выживать, сохраняться, если они будут актуальны. Родословные рисовать. Вот, если это будет востребовано. Вот. Потому что мы не можем ничего насильно навязать. Вот, допустим, человеку говорят, учи физику, ты должен знать закон Ома. Он учит его, он сдает его, да, вот, в школе, получает 5. Но в жизни он с этим законом вообще не сталкивается, понимаете, он забывает. Но это тоже культура, это тоже традиция, культура в более широком понимании. Мне кажется, мне очень интересно поговорили. Тут Альбина продлевает жизнь. Ее организация продлит жизнь, да. Соня психологическую помощь оказывает тоже в семейных или каких-то Во всех. таких. Личностного развития Значит, во всем. Геннадий Геннадьевич, сексолог, психолог, помогаете вы семьям или по другим вопросам тоже? Я врач, психотерапевт, да, конечно. Пусть нам последнее слово и заключительно скажет Айгуль, которая организовала нашу встречу. Действительно вашему центру вот такая психологическая помощь выручает? Действительно людям нужно ли? Может быть, там какие-то тут материальные ценности раздавать? Вот то, что вы устраиваете, вот встречу с психологами. Безусловно, мы еще не затронули блок работы вообще психотерапевтов и психологов в Российской Федерации. В соответствии с законодательством, дело в том, что я вижу основную работу в отношениях между мужчиной и женщиной и вообще в отношениях людей между собой, работу психолога как ядро такое, как основную массу такую, понимаете, основная цель работы психолога сегодня у нас в России не настолько востребована. Она даже не регламентируется у нас законодательством. И я вижу, что вот в связи с этим у нас есть такие потери в семейных отношениях. В связи с этим мы теряем семью, институт семьи, ценность семьи. Я считаю, что психотерапия, психология квалифицированная будет играть важную роль в сохранении семьи. И я считаю, что люди должны обращаться. Всегда, чтобы семью сохранить, надо развиваться. Семья – это работа. Прежде всего, это работа, это не сказка, понимаете, где муж зарабатывает денег, приносит, жена только готовит кушать, с детьми ухаживает и так далее. Нет, это огромная работа. Я сама прожила 12 лет в браке, сама выросла в традиционной благополучной семье, где было полное уважение и взаимопонимание, и полное есть у меня представление об этом. И я, когда вокруг себя вижу, каждый мой знакомый, друзья говорят, что семья не получилась, что мы не смогли сохранить, мы расстались и так далее, каждый второй или даже не почти каждый человек об этом говорит, мое сердце от этого разрывается. Я не могла пройти вот мимо этой проблемы. И сейчас мы будем тоже активно работать с Геннадием Геннадьевичем, с его
учениками, с его центром. И я тоже хочу пригласить всех, кто сейчас находится вот в стадии кризиса в отношениях, приходите к нам. Очень интересная сегодня наша встреча состоялась с известным нашим гостем Казани, психологом, психотерапевтом Геннадием Геннадьевичем Голубевым. С ним разговаривали вот Альбина, Софья, Айгуль. Это очень важно, мы в этом согласились. Конечно, мы единодушны, что гаджеты разрушают семьи во многом современные, вернее, иногда бездушие. Но мы живем в то время, когда люди, особенно молодежь, живет с наушниками в ушах, глаза в гаджете или на экране телевизора, мы теряем друг друга. Поэтому пусть нам поможет психолог, пусть вот такие люди помогут нам сохранить себя и наши семьи.